Микрофон не работает. Ну вот, почему никто не говорит, что микрофон не работает? А? Это чей микрофон? У нас два микрофона, Андрей Саевич. Вот этот для кого? Телевизионный и музейный. А я музей не хочу. Нет, все равно нет. Ладно, ладно. По идее, надо было вот начать разговор с писателем. Вот. Но Владимир Карпов, он писатель, большой писатель. Настоящий, подлинный. Мы не можем, не слышно в микрофон. Подлинный, настоящий Еще раз с писатель. самого начала. По идее, надо было начать разговор писательно. Но Владимир Карпов, он большой, настоящий, подлинный русский писатель. Я очень хорошо его знаю, мы друзья, давние. Но самое главное то, что он в якутской литературе, в якутской культуре, людям якутской культуры относится с большим комплиментарно очень. И это понятно, потому что он писатель такой очень современный, в то же время очень исторический. Я с ним работал над спектаклем «Любви еще живой, продолжение» по его пьесе. Ставил фильм по его сценарию, по роману Николая Алексеевича «Повеление Чингисхана», «Тайны Чингисхана». И поэтому он начал этот разговор. Правда, совершенно не слышно тебя было, как режиссер говорю. Ты же актер, да, еще? Ну, да. Бывший актер, плохо актер. Я думал, что микрофон же у меня. Я же так-то поговорил громко. Да. Ну, видишь, я же думал, что микрофон. Я сразу почувствовал, что глухой микрофон. Для того, чтобы не получился, что это мой творческий вечер, а когда ты говоришь о друге, о друзьях, ты всегда говоришь про себя. Когда их хвалишь, то ты себя хвалишь. Поэтому извините. Я хотел бы сегодня на презентации книги «Мать Чингисхана» в переводе Владимира Карпова сказать вот о чем. Главное. Ну, во-первых, само название этой книги уже говорит о многом, потому что мама, мать для каждого это священный человек. Год матери объявлен главой республики Арсением Сергеевичем Николаевым. И выход такой книги в этот год тоже очень символичен и очень своевременный и уместен. Но тут надо говорить об авторе. В книге написано, что он известный автор, Николай Алексеевич Лукин. А я считаю его выдающимся писателем российского мирового масштаба. Потому что я знаю, что на уровне России его русские писатели его воспринимают как вот такого масштаба человека. Я правильно же говорю? Совершенно. И на юбилеях, на встречах с русскими писателями, выдающимися писателями, то Николай Голубинов это знаковый какой-то человек. Это человек масштаба очень-очень крупного, планетарного. Его мысли, его книгах, его произведениях воспринимаются так. Но поверьте, что я, работая над инсценировкой, над спектаклем, один из первых читателей я его. Все то, что Николай Алексеевич начинал писать, мы и на одном озере родились, и рядом живем, и он утром рано, в 4 часа утра, когда я только начинаю засыпать, он уже завершает свою писательскую работу, и он приносит мне свои почеркушки по-нашему, уже то, что он начал писать, а часто уже то, что завершает писать. Я первый читатель. В свое время первым читателем была Наташа, да? Наталья Егоровна Терехова, супруга. Поэтому я
ну, начиная особенно вот со времен Чингисхана, особенно последние повести, романы, не говоря уже о пьесах, то я знаю, как рождается у Николая Алексеевича, рождается его произведение. Знаю, в каких мучительных размышлениях рождается. И поэтому, ну, эту книгу я быстро пролистал и сразу несколько строк читаю и вдруг вспоминаю вот эти моменты. Вот, поэтому рождение этой книги знаю, через какие тектонические размышления прошли эти строки. Потом понимаю, как переводить это. Вот. Понимаю, как переводить. Это эпическое произведение перевести на русский язык, это тоже требует особых усилий. И, наверное, это камни это тоже как бы толкал для того, чтобы адекватность была, адекватность этого масштаба. И как автор он, вот я простой пример приведу, когда я вдруг прочитал в сокровенном сказании монголов фразу, там написано: «Моя мать из племени Аланханутов», а я прочитал Аланхасутов. Для меня Аланхотов все тогда. Аланхасутов прочитал. Рассказывала мне сказки, долгие ночами рассказывал сказки, и на этой основе построена была моя империя государства, говорит. Но для меня это Аланхой. По этой фильме, естественно, я, читая роман Николая Алексеевича, в фильме, конечно же, я сделал ее якуткой. Не потому что сделал так, что имя Чингисхана вышло от нашего эпического героя Чингисхана. И в его романе же, если кто помнит, там мать же отправляет осваивать северные территории, целый контингент войск. Да? И вот оттуда началось вот такое близкое, очень приближенное для себя, для своей культуры, для своего народа прочтение его романа. Потом, во время репетиции, вот сейчас про него я скажу так образно, во время репетиции наступил тот момент, когда 300 воинов, одетые во все костюмы, во время съемок, говорю, костюмы войск Чингисхана, среди которых были и тувинцы, и хакасцы, и алтайцы, и башкиры, и буряты, и монголы, и китайцы. Вот стоят 300 человек. Они все устали очень, дождь такой. И тогда я, для того, чтобы взбодрить их, значит, поднялся на ящик и выступил с речью, где говорил: «Уренхайцы, вы потомки, великие воины Чингисхана, ваши лошади там копыта топтали, то там, ну, вы знаете, с каким пафосом я иногда могу. Когда я так сказал, то эти уренхайцы, усталые, они сидели и совсем не реагировали на это мое пафосное выступление. Только лошади, уши лошади вдруг, значит, поднялись и начали шевелиться. Так, потом эти лошади почему-то, разрозненные настоящие лошади, они встали в строй. И эти всадники, эти потомки вот как раз Чингисхана, они сами удивились, что лошади стали в строй. То есть, оказывается, лошади помнят этот командирский голос. Они слышат до сих пор. Генетическая память у них сохранилась, вот это слышать через века, через войны, через это услышать в то время. Вот эти лошади. Они стали в строй. Это правда, свидетелей много. И потом эти сами признавались, они говорили, что почему лошади выстроились в одну линию. Я почему этот образ рассказываю, потому что вот Логунов слышит вот то время. Я всегда, каждый раз, когда у меня будет 4 часа утра, а это для меня самое тяжелое испытание, значит, я его спрашиваю: где ты находишься?
Он говорит, в V веке до нашей эры. Особенно, когда писал про Лао Цзи. И я, вот он слышит, как эти лошади. Время слышит. А самое интересное, он слышит современность через это, через века. Вот для меня это поразительно. Как можно было, когда империя великая разваливалась, Великая империя, он уже писал про империю, развал империи. Он писал не развал, а наоборот становление империи. И сегодня я читаю его произведения и границы, и новое, вот то, что он пишет, и поражаюсь от того, что это через 5 век до нашей эры он пишет о сегодняшнем. Поэтому очень поздравляю тебя и переводчика, и всех нас с появлением этой книги и завершаю. Подожди, не торопи. И завершаю. Сейчас тоже скажу и уйду. Завершаю вот чем. Это, видимо, для выдающихся людей так положено, когда начинаете их обвинять в разные рода, вплоть до плагиата. Я поразился, прочитав в этом, в WhatsApp, потом уже в газете, прочитав о том, что оказывается, все эти романы, все эти пьесы, все эти потрясающие рассказы были написаны не им. Я этому поразился. То есть смотрите, как происходит. И Шолохов в свое время, помните, да? И Шолохов «Тихий дом», не говоря уже о том, что, оказывается, еще подозревают Платона Юнского и еще, видите ли, подозревают Максима Мосова и тех, кто сделали опись сделали произведение, вот наши, помнишь наши пьесы там, когда умирал Алампа Сафронов, тогда пришли и опись сделали, ящики положили. Даже подозревают этих людей. Я помню Лоскова, помню Скрипина, вот людей, которые, видимо, это удел, Николай Алексеевич, удел нас с тобой, выдающихся людей. Видимо, это удел, поэтому терпи. Значит, ты, завершаю, когда мы первый раз познакомились, то он всегда-то рассказывал, он принес мне, я в Пионерском жил, в Пионерском бараке жил там, с удобствами, знаете где там, да? И там, значит, он принес мне книгу, большую книгу, завязанную типа книг. Внизу был Кулаковский, потом был Алампа Сафронов, потом был Аюнский, потом был Семен Данилов, а потом маленькая книжка, Николай Лугинов. Так? Я всегда говорю о том, что вот это и есть символ, правда. Этот человек, этот писатель, я уже его не считаю отдельно, то спотягивать до корабля. Вот это продолжатель его, генеральной линии нашей литературы, нашей духовности, нашей философии, нашей культуры. Поэтому появление этой книги считаю событием, поздравляю, хочу от имени Александра Николаевича Жиркова вручить благодарственное письмо. Здесь он пишет: Лугинову Николаю Алексеевичу, народный писатель Якутии, там много-много своих регалий. Желаю вам дальнейшего его совершений, плодотворной работы, доброго здоровья, языками энергии. Надеюсь, что вы вперед будете радоваться нас своими значимыми произведениями, идеями, проектами, встреч с выдающимися личностями. Карпову Владимиру Александровичу за то, что, еще раз говорю, также он пишет переводы якутских писателей, благодатное творчество. Ждем ваши новые произведения. Я читаю свои произведения, роман, газету я очень такой. Поэтому еще раз благодарю за то, что вот ты по-настоящему глубокой душевной участием ты переводишь романы Николая Алексеевича. Спасибо.